Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших телевизионных передач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с социальным мастером, космофилософом, автором книг «Познай самого себя» или «Уроки космофилософии» с Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат! На прошлых уроках мы с вами обсуждали, сравнивая шариатское и светское право, в чем их различие, общность, там, преимущество шариатского или светского права. Сегодня в обществе часто стали говорить о общественно-политическом строе как халифат. Вот. И в то же время очень многие пугаются этого слова, так как многие западные средства массовой информации показывают исламские государства, то есть шариатские государства, как террористические. То есть мусульманин, образ мусульманина в глазах многих людей встает как человека в чалме и с автоматом. Вот как с точки зрения космофилософии вот термин халифат или государственное устройство халифат, оно объясняется? Тема очень хорошая, потому что сегодня мы имеем искаженное представление об этой идее. И не только у нас, и в исламском мире искаженное представление. Если говорить об общественно-политическом устройстве государства, то мы имеем два вида. Есть материалистическое общественно-политическое устройство и есть духовное общественно-политическое устройство. Здесь вопрос стоит мировоззрений. На самом деле, еще при пророке была модель показана, восстановлена. То есть халифат сам изначально и как понятие ислам существовали символически вот с пророком Ноя. То есть первая цивилизация людей, она существовала по принципу халифата. И поэтому в Коране пророк призывает вернуться не к религии отцов, дедов, а говорит, он символически это называет религией прадедов. То есть к религии Ноя вернуться, то есть к первому положению на земле. Это у нас ни одно священное писание, ни один миф нигде не показывает человека дикарем, обвязанным шкурами, как нам. Это уже... Это наука показывает. Да, это уже как бы научное воззрение, что человек был диким, человек никогда диким не был. То есть была вот эволюция, и впоследствии эволюции моллюск, который жил в воде, потом он эволюционировал и дошел до того, чтобы как стал Homo sapiens, да? В этом случае, видите, как получается, что если возьмем вещество, там, да, микроорганизм, и вот микроорганизм эволюционировал, и благодаря эволюции микроорганизма, получается, эволюционирует сознание. Наоборот происходит. Сознание первично, материя вторично. И если бы не существовало сознания, то никогда невозможно было материальный мир вот этот построить. Поэтому, если говорить о халифате и обычном государстве, то здесь мы должны сделать на чем акцент. Вот халифат – это акцент на понимании вечной жизни, вечной жизни человека. А светские государства, это как бы весь акцент делается на временной жизни человека. Хотя халифат, он не исключает временную жизнь. Ну, временную я имею в виду реальность человеческого «я» от рождения до смерти. Безусловно, эту жизнь он тоже должен прожить по определенным правилам. Правилам внутреннего, как сказать, мировоззрения, потом отношения с другими людьми. И вот халифат, он более ориентирован, как бы делается оценка на бессмертной душе, на ее вечной природе и на перерождениях, вот, которые она воспроизводит бесконечно, вот эти «я», вот эти, то, что Ибрагиму стало, Бог открыл. И тогда, когда мы делаем акцент на бессмертной душе, мы понимаем, что не следует во временной жизни пытаться, вот, как сказать, урвать все и сразу. А в вечной жизни, когда человек заботится о вечной жизни, заботится о бессмертной душе, тогда он старается придерживаться правила золотой середины. И вот только в этих случаях как бы возможно такое гармоничное сосуществование людей в обществе. Это, собственно, и был халифат. И если я со многими людьми как-то говорю, но у многих действительно, как вы говорите, представление, что это кто-то в чалме ходит с автоматом и заставляет кого-то там 5 раз намаз читать, там соответствующую одежду. Или рубят голову, да? Конечно. Но
представьте себе, что если в самом Коране прямое указание, в религии не должно быть принуждения. Разница ясная, истина, заблуждение. То есть сам Коран прямым указанием дает запрещение на принуждение в религии. Второе. В Коране прямое указание есть о том, что у каждого народа свои обряды поклонения. И пусть они по этому вопросу с тобой в споры не вступают. То есть у кого-то есть, допустим, буддийский обряд поклонения, у кого-то, ну, назовем это вероустав свой, у кого-то там христианский, иудейский, да, у кого-то вот в данном случае имеется в виду исламский, ну, в этом понимании, да. Тогда получается, Коран дает указание, что ты им не указывай. В чем суть? Они на чем должны все договориться и сойтись, прийти к единству? На единобожии. Они должны понимать, что все они сотворены одним Богом, что религия учит одному и тому же, что поклоняются они одному и тому же Богу, но в силу своих определенных традиций. И вот это единобожие без понимания того, что человек является бессмертной душой, живет категориями вечности. Вот когда человек в категории вечности рассуждает, он понимает, что моя душа может вернуться и стать, допустим, иудеем. Он понимает, я могу вернуться и быть, допустим, там, христианином, да, или буддистом, или вообще атеистом. Да. Тогда он, понимая это, что его такая, либо в ретроспективе он этот опыт имеет, либо он ее будет, а чаще всего десятки тысяч раз это все произойдет, для того, чтобы мы жизненный опыт сформировали, тогда у него нет претензий, он не может претензии предъявлять, скажем, иудею. Мы неправильные иудеи. На самом деле, если взять вот времена пророка Мухаммеда, да, когда он устанавливает, он модель показывает. И вот если в идеале говорить о халифате, ведь на самом деле это показывается модель будущего человечества. То есть его еще не наступило. А как же тогда, значит, после пророка Мухаммада, после того, как он ушел в иной мир, вот назначались халифы там и так далее, и государство называлось халифатом. Как это тогда вот было? Я вам хочу, как можно, давайте я вам с таким примером сравню. Например, мы когда советскую власть построили, да, Октябрьская революция, целью поставили коммунизм. И мы к этому коммунизму шли. Для того, чтобы к нему прийти, мы определенным образом общество построили, показали определенный путь в светлое будущее, в коммунизм. Да? И мы как бы находились на пути, но мы так и не пришли. Помните, да, этап диктатуры пролетариата, общенародное государство, ну к коммунизму мы так и не пришли. То есть не реализовали. А потом еще говорят, оказывается, мы уже его прожили. Ну, то есть коммунизм проспали там. В шутливом таком интонациях. Да? А если взять, допустим, халифат, это тоже модель. И он показал построение общества, принципы существования этого общества. И если они будут идти, то в конечном итоге они этот халифат как вот достигнут, да, достигнут. То есть это было, но совершенно точно, как бы, если взять суть этого пророчества, в чем заключается, что в конечном итоге человечество придет рано или поздно к понятию... То есть независимо от вероисповедания? Вообще независимо от вероисповедания, независимо от принадлежности какой-то там расы там, и так далее. Это общая духовная общественно-политическая система, в которой люди наконец-то прозревают, что главным в них является не тело и временное «я», то есть временная их жизнь, а главным в них является вечная природа их сознания, которая Адам называется, да, и бессмертная душа. И вот тогда, когда доминанта, акцент восприятия переходит в сторону вечной жизни, вот тогда люди придут к пониманию вот, халифата в идеале. Но это путь эволюционный. Мы, естественно, если взять с того времени, мы уклонились вообще в сторону. Поэтому, вот, как мы говорили, пророк Мухаммад говорил, да, о том, что мусульмане разделятся на 73 части. Он не говорил, ислам разделится, он говорил, мусульмане. Потому что у каждого, с точки зрения его временной жизни, акцентов вот, на временную жизнь, каждый по-своему видит. Ведь наша временная жизнь находится под тотальным давлением эго. А это демоническая сила, это и есть шайтан в человеке, эго. И мы на все смотрим через эгоизм. У нас вообще все через призму эгоизма рассматривается. А, соответственно, материалистическое мировоззрение, мироощущение, миропонимание, мировосприятие, все это строится на материалистических основах. И вот этот этап надо пережить. На самом деле, я бы так сказал, реально назвать себя мусульманами, действительно ставшими мусульманами, ну, наверное, единицы из тысяч, и это не зависит, опять же, от вероисповедания.
Когда человек преодолевает границы, вот эти, ограниченность своей телесной природы, реальности своего «я», когда он поднимается над этим, вот тогда он, по сути, становится, если в духовном смысле взять, духовную суть понятия, вот тогда он становится мусульманином. Вот поэтому, когда сказано, что при халифате все станут мусульманами, не по, как сказать, не по вернее, не по типу поклонения станут, а по мировоззрению и мировосприятию. Они превзойдут временную природу свою, перестанут на ней акцентировать свое внимание и будут жить от понимания своей вечной жизни. Вот тогда человек становится мусульманином. К сожалению, в современном обществе все люди как бы материализованы же. Вот даже во многих странах, даже у нас в Кыргызстане, такое понятие бытует: если человек богат, значит он счастлив. Вот. Как это объяснить, как космофилософ, как вы можете объяснить? Богат ли человек, который материально богат? Вот. И что он должен делать, чтобы двигаться по тому пути к халифату? Любой человек, если он хотя бы желает постичь религиозную суть и стать религиозным, он должен понимать, что закон Тора, космический закон, да, закон вселенского сознания, да, око за око, зуб за зуб, это закон равновесия, то есть закон выравнивания. И если человек во временной жизни, не с точки зрения, потому что твоя вечная жизнь, твоя бессмертная душа, ее не касается твои богатства, бедность, болезни или там здоровье твое, чрезмерное. Политическое состояние. Да, что угодно. А вот во временной жизни, как раз когда мы вынуждены, мы рождаемся в плоти, и наше «я» привязано к телу, мы, естественно, попадаем под давление эго, под давление потребностей телесной природы. И вот тогда возникает вопрос, в чем закон равновесия? И если ты будешь проявлять эгоизм, если ты будешь злоупотреблять тем, что ты имеешь, неважно чем, кто-то злоупотребляет богатством, значит он, вернувшись как другое «я», с точки зрения вечной жизни, он должен будет уравновесить бедностью, возможно, даже нищетой, возможно, даже не один раз. Теперь, если он властью злоупотребил, по космическому, вселенскому закону вселенского сознания, он вынужден будет его уравновесить, он придет и тогда будет подвластным рабом в невероятно тяжелом положении. Если человек красотой злоупотреблял, он уродством может ответить за это. Вы понимаете? Поэтому, когда, даже в прошлый раз я вам в Коране говорил, иди и посмотри на этот мир. Как пророк Исаия сказал, да? Род прелюбодейный, глазами будут видеть, но смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Потому что если мы идем во внешнем мире и смотрим, мы действительно такое разнообразие судеб видим. Мы видим кого-то счастливыми, кого-то глубоко несчастными. Но ведь в том, что если с точки зрения любого вероучения повинна сама душа. Она себе, под наша сфера подсознания, так и назовите душой, она запрограммировала себя. И то, что для реальности «я», вашего «я» является страданием, для души в это время очищение идет. Она очищается через это страдание. Почему? Страдания, да? Потому что у нее в опыте надо пережить. Она же другой. В прошлый раз она купалась в роскоши. А кто будет отвечать за эту нищету? Значит, надо нищетой пережить. Человек, допустим, там какие-то другие эгоистические ошибки совершал. Сегодня он там болезнью отвечает. И ведь, если взять суть любой религии, ты это принять должен. Ты этот удар судьбы, это испытание должен принять и благодарить Бога и за бедность, и за нищету, и за отсутствие здоровья, и за все другие страдания. Вот это есть раскаяние, вот это есть развязывание кармического узла, который ты сам завязал. Но я не хочет принимать этого. За что мне это, Господи? И с этой точки зрения, когда мы говорим об духовной общественно-политической системе, для кого-то не важно, кто-то ее будет халифатом называть, кто-то по-другому. Вопрос в другом. Это гармоничная общественно-политическая система, основанная на духовных принципах, с доминантой через свою вечную природу и бессмертной души. И если же мы все, сейчас вообще нет такой страны мира, даже на Ближнем Востоке, которая бы не жила категориями временной жизни, временных интересов и этих временных жизненных ценностей. Поэтому люди стяжают. Сура 102 я вам приводил, да? Вы до самой гробовой доски будете стяжательством заниматься, будучи алчными. А государства Ближнего Востока, вы о них упомянули,
вот, шариатского толка, да? Да. Вот, их можно считать приближенными к халифату или они еще не халифат? Нет, конечно, это еще не халифат. Но вот опять, давайте так условно. Представим нам, скажем, да, что халифат это каракол. Для того, чтобы до Каракола дойти, надо хотя бы правильное направление выбрать. То есть выйти в Лебединовку и от Лебединовки идти пешком до Каракола. Вот тогда ты придешь. Но каждый день ты от вот этой нашей невежественной жизни отдаляешься, к халифату приближаешься. Здесь то же самое, но огромное количество государств находится, ну, как, скажем, символически вообще, кто-то в другую сторону идет, кто-то рядом идет, кто-то параллельно идет. Но сказать, что кто-то в идеальном виде вот идет реально к халифату, я бы сказал, что сегодня пока нет. Есть подобие, да, ну, параллельно идут, как по объездной, там, по какой-то трассе. Он, может быть, когда-то выйдет на эту трассу. Но сегодня, к сожалению, и это точно могу сказать, исходя просто из контекста вот, политических устройств государств, из контекста вот, политической направленности, экономической направленности, вот, религиозной в том числе. Мы на самом деле, я вообще считаю, что у нас на сегодняшний день даже представители религиозных конфессий, вот они должны прийти к этому уровню сознания собственности. Человек это вообще многомерное сознание, в котором уйма реальности. И вот когда люди поднимутся на определенную высоту в своем собственном сознании, у них изменится само мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение. Тогда они не будут видеть отличий в этом. Они будут понимать, что реально предшествует вечная природа. Сюда мы приходим, отсюда мы уходим. Там мы днем, здесь мы ночью. Там мы в жизни, здесь мы в смерти. Вернее, в соединении жизни и смерти. И вот когда к этому мы подойдем, да, конечно, будет. А как вы думаете, вот между вот, конфессиями, да, одной и той же религии или там вот течениями, да, религиозными, вот будет ли объединение? Возможно ли объединение, например, между исламом, христианством, буддизмом, там, иудаизмом? Вот как вы думаете, как скоро это случится? Я не могу говорить о сроках, но я могу точно сказать, да, что Бог каждую душу создал и вообще человечество для эволюционного совершенствования. Поэтому то, о чем сказано, да, вот опять же, выход Богом избранного народа Израиля из Египта, его еще не случилось. Это просто модель, что когда-то люди индивидуально выходят из Египта, а вот это модель того, что произойдет в будущем. Это модель, почему потом они 40 лет, символических 40 лет по пустыне шли. Куда они шли? К земле обетованной. Земля обетованная и подразумевает тот уровень сознания, на котором возможно построить как халифат, как духовную общественно-политическую систему. С правильным мировоззрением, с устройством правильных общественных отношений между людьми. Но все равно Моисей же по истечению 40 лет, он же народ привел в Иерусалим же, вот, в землю обетованную. Моисей не перешел реки Иордан и остался на этом берегу похороненным. Перешел через реку Иордан. Вообще, словом Бога избранный народ, я хотел бы вам сказать, это не относится к какой-то конкретной национальности, к чему-то. Это символический, собирательный образ. Это собирательный образ То есть людей. тот народ, который себя считает Богом избранным, они просто себе присваивают это. Нет, просто они, как можно это, понять, да? Я так хочу сказать, да, что если взять, да, ну, чтобы вот не ошибиться, да, вот, потому что я вот ни в коем случае не хочу, чтобы мы чье-то самолюбие, там, достоинство взяли. Это еврейский эпос, да, это, как у нас эпос Манас есть, как у индусов Махабхарата есть, да, вот. Здесь это, да, это еврейский эпос. По сути дела, да, Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея. И вот там как раз заложено то, что вот эта модель будущего человечества, когда люди смогут выйти, но на самом деле этот Богом избранный, вот сейчас представьте себе в мире, что Египет это не страна в Африке, в Северной Африке, это человечество, наш миропорядок, он символический из Египет. Но в этом Египте есть очень много людей, которые уже хотят превзойти реальность своего «я», жить вот этими меркантильными категориями, да, они выходят. На самом деле выходят. И вот эти люди, они неважно где-то в Африке, в России, там, в Канаде, в Америке, эти люди, вышедшие вместе из вот этого системы, этой мировоззрения, они являются Богом избранным народом. Вот что подразумевается.
Поэтому, если взять, вообще, я, честно говоря, к таким национальностям, как слово еврей и слово кыргыз, я не отношусь, что это слово относится к... Ну, этнос как-то называет себя так, он идентифицирует себя с принадлежностью к этому этносу. А вообще это гораздо больше, чем, вот слово еврей, больше, чем просто еврей по паспорту. Если кыргыз, то это больше, чем кыргыз по паспорту, по коже. Это вопросы мировоззрения. Но так просто сложилось, что мы вот называемся так, они себя так называют. На самом деле, но в то же время вот Адольф Гитлер же тоже считал, это немецкая нация, это Богом избранная нация. Вот, а в результате мы все знаем, что произошло. Да? То есть он считал свою нацию выше всех и порабощал другие нации. Ну давайте вот так возьмем. Мы говорим о реальности «я». Вот в чем характеристика реальности «я»? Наше «я» отождествляется в первую очередь с телом, в котором мы находимся. Во вторую очередь отождествляется с расой, к которой он принадлежит. Это все «я». Дальше он отождествляется с национальностью со своей. Далее «я» отождествляется с имущественным положением, богатый, бедный. Далее отождествляется красивый, некрасивый, здоровый, нездоровый. Далее отождествляется с детьми, с семьей, еще с чем-то. И куча привязанностей, которые вот наш ум привязывает вот к внешней среде обитания. Но это все в реальности «я» находится. А я еще раз говорю, «я» это второе название эго нашего, понимаете? Эго не может быть ни арийцем, ни националистом не может быть, ни расистом, вернее, душа не может быть, это только эго. А значит, эго не может быть ни арийцем, ни Богом избранным народом не может быть. Пока вы не превзойдете свое «я», ты можешь быть индус, вот такой тонкой набедренной повязки, но ты стал арийцем, потому что ты дошел до определенного уровня сознания и вышел из этих категорий мышления. А это все, я так назвал бы, это уловки сатаны, это разновидность сатанизма. Национализм, вот этот нацизм, фашизм, это все религиозный экстремизм, это все разновидности нашего эго. Поэтому у эго только возникает желание, это же демоническое начало. Но тоже стремится. Почему? Оно же, наша реальность «я» от добра к злу. Вот, то есть зло, добро. У нас разные точки зрения на добро и зло. Поэтому мы берем автоматы, заставляем друг друга. Одну нацию возвышаем. Это, то есть пока ты остаешься «я», ты для Бога, как сказать, непрозревший человек. Вот в прошлый раз мы с вами разговаривали о джихаде, вот, что каждый человек должен совершать джихад внутри себя, да? В себе. И когда душа или дух, который вечный дух, там, побеждает эго, он уже становится вне нации, вне значит, каких-либо религиозных там конфессий, то есть он выходит уже на более высокий уровень, да? И тогда он уже готов идти строить халифат. Это так можно объяснить, да, или как? Но я хотел сказать, это, чтобы люди не пугались, да, это не говорит о том, что человек перестанет себя, допустим, здесь, во временной жизни. Временная жизнь же тоже остается. Но человек должен понять, что условно временная жизнь это левая рука, левый глаз, да, а вечная твоя жизнь бессмертная это правая рука. Ты же не отрицаешь левую руку свою, как и левый глаз. Поэтому ты продолжаешь называть себя французом, кыргызом, там, евреем, да, но ты уже знаешь, что это не является ни преимуществом твоим, ни превосходством твоим. Это не дает тебе каких-то прав на то, чтобы ты к другим относился с оскорблением, понимаешь? Потому что если бы он знал вечную природу и закон Тора око за око, зуб за зуб, он бы понимал, что вот эти все вещи, которые он допускает, они на нем же отразятся, он придет искупить свою вину, и в этом же тогда народе, который ему сейчас с точки зрения «я» ненавистный. И вот в этом как раз и заключается глупость людей. Если ты не любишь какого-то там, скажем, аборигена Африки, то ты не думаешь, что ты, если ты его ненавидишь именно всеми фибрами, презираешь, ну, значит, ты вернешься. Как сказано в Евангелии, да? Не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Какой мерой мерите, такой. Это именно не с точки зрения горизонтальных причинно-следственных, а вертикальных. И сказано как? И истинно вам говорю, первые будут последние, а последние первыми. Так вот, если мы в этой жизни говорим, да ты последний,
да, вот я превосхожу тебя первый, подожди, ты можешь быть последним, а он придет на твое место. Но проблема в том, что пока в нашем мире давлеет реальность я, теперь этот начнет издеваться над тем. Обратно повторяется. Если все развернется на 180 градусов, конечно, последний станет первым. Да. В строю, да? Ну, я имею, здесь Да. вот смыслов настолько много, я как раз хотел сказать, вот когда Иисус говорит в Евангелии, да, тот, кто хочет из вас быть первым, да будет вам слугою. Не просто да будет вам слугою, он будет, если вот он сидит сейчас, я хочу быть первым там в роду, там в области, в районе, в городе, да, а сказано, это утверждение, ты будешь слугой, ты вернешься и будешь слугой. Кто хочет из вас быть большим, да будет вам рабом. Сегодня у нас сколько, вот посмотрите, да, политические шоу. Они как говорят, по сути дела, я хочу быть первым, я хочу быть большим. В конечном итоге, если взять через евангельскую мудрость, ты можешь быть сейчас, сделать этот выбор по свободе воли и выбора, но знай, что кто из вас хочет быть первым, будет вам слугою, а кто желает быть большим, будет вам рабом. Поэтому в этом мире, получается, умирают, приходят, возвращаются души через определенное время с определенной программой и переживают. Для души нету понятия национальность, нету понятия принадлежность к вероучению, даже нету привязанности к имуществу какому-то. Это все имеет значение для нашего я, в реальности временной жизни. А временная жизнь это что? Это то, что каждое мгновение умирает. Вообще, вот когда мы говорили о феномене времени, да, ведь смерть, именно понятие смерть создает феномен, во-первых, феномен времени, во-вторых, феномен прошлого. То есть, если бы для вас не существовало феномена прошлого, вот даже вчерашний день это прошлое, сегодняшнее утро это прошлое, я не говорю уже дальше. И вот если бы этого феномена не было, поскольку смерть поглощает вот это время и создает феномен прошлого. И для вашего «я» воспринимается тогда, вот прошлое, вот настоящее, вот будущее. Вот это и есть смерть. Поэтому в данном случае в реальности «я» происходит постоянное взаимодействие жизни и смерти. Духа и материи. И вот как только смерть отцепляется от человека, вот тогда остается что? Жизнь. Мурат, у меня один вопрос вот возникает. Да, вот вы написали 3 книги подряд вот, «Теория чистого государства», да? Хотя вы там в этих своих книгах не упоминаете слово «халифат». Можно ли считать, это вы расписали халифат? Вы знаете, что интересно? Я не то, что вот первую книгу давал почитать, но я дал одному, не буду фамилию называть, очень уважаемому человеку в России, да, аналитик, он очень серьезный человек. И вот он прочитал эту электронную версию и дал другому почитать. Потом, когда мы сидели втроем разговаривали, он говорит, ну как тебе? Он говорит, невероятно, такая идеальная модель, она достаточно продуманная, может быть так, даже больше, чем, вот, скажем, идея коммунизма меня устраивает. Ну все вроде продумано, все. И он тогда ему говорит, смотри, ни разу не произнося слово халифат, под чистым государством, он говорит, он тебя сделал сторонником халифата. И ни разу не произнося слово там, вот, ну, в плане мусульманином, будьте, не будьте, он тебя сделал мусульманином. Тот сел и говорит, как это так? А я ему говорю, понимаете, дело не в этом. Вот мы всегда за слова цепляемся. Наше я вообще любитель за слова цепляться. Я за это не цепляюсь. Вот когда вы станете жить категориями вечности, когда вы будете не отрицать левую руку свою, да, временную жизнь, но вы будете жить ценностями вечной жизни, да, вы по сути дела стали мусульманином. И тогда ваше государство будет иметь духовно-политическую направленность. Понимаете? Вот это и есть, говорю, халифат и мусульманин. Если бы вы так понимали, то и при этом не важно, в какую вы мечеть ходите, в церковь, или вы вообще в них не ходите. Вы просто определенным образом, это определенное мировоззрение, понимаете? Есть понятие поклонения, есть понятие мировоззрения. То есть мировосприятие, да? Конечно. Я же на одном уроке, помните, приводил такой, да? Это пророк Мухаммад говорит, да? Он говорит, что час размышления больше, чем год поклонения. То есть, если ты бы час размышлял с точки зрения вечной жизни, бессмертной души, и понимал свою правую сторону, та, которая не исчезает, та, которая основой является для многочисленных перерождений в левой, да,
то это больше, чем если ты в реальности я год поклоняешься. Потому что очень важно думать о чем? О вечности. Направлять свой разум. Это и есть джихад. Все время идти вот к размышлению о вечной природе. Причем своей. Всегда надо начинать с себя. Ты и есть книга. Вот прочти книгу своего собственного сознания. Ну, в повседневной жизни у нас зачастую мы уходим на поводу у эго, получается. Да. Потому что мы вот как телесные, вот, привязанные к я, или там я, который привязан к материальному, к телесному существу, то всегда вот, потребность материальная, она выходит на первый план. Вот как сделать так, чтобы вот оно было в равновесии, чтобы каждый человек мог каждый день, вот он, не входя в джихад, там, не забывал, что он еще, у него есть категория вечности. Что нужно сделать? Знаете, вот, какие-нибудь есть упражнения или там вот к тому, чтобы вот вы сейчас вот рассказываете? Все равно в обществе, в любом обществе и в человечестве в целом должна главенствовать какая-то философия. Почему я все-таки считаю и не считаю, я утверждаю, что именно это религиозная философия? Потому что это не зависит от твоего «я». Религиозен я. Душа не бывает нерелигиозной. Дух не бывает нерелигиозным. Твое собственное сознание, которое обеспечивает все процессы, даже процессы метаболизма в организме, обмен веществ, обновление клеток, зрение, процесс слуха, все, это абсолютно религиозный процесс. Отрицать то, что это, я почему называю религиозным, потому что это все божественное, да, это от вселенского сознания исходит. А познание, это вот, назовем это так, религиозный путь, да, понимание этого. Поэтому неважно, как твое я к этому относится, он может утверждать вообще, что Бога нет. И тем не менее, ты будешь об этом говорить, и при этом будешь дышать, будешь смотреть, слушать, у тебя волосы будут расти, сидеть будут, клетки обмениваться, да. Поэтому это не само по себе происходит, это деятельность вашего подсознания. Вот с этой точки зрения должна быть все равно главенствующая философия, которая в целом, вот мы в советское время жили, мы же тоже были разными, согласны? Вот да. Все мы были разными, да? Кто-то в чем-то самореализовывался, кто-то, допустим, кто-то к богатству даже тянулся, там, кто-то там блат устраивал. И тем не менее у нас была какая-то общая идея. Общая, да, идеология, да. Национальная идея и государственная идеология, да. И вот почему я вот в прошлый раз сказал, что очень важно, да, национальная идея для любого народа, да, должна заключаться в том, что ты должен понять свою вечную природу. Ты должен эту жизнь жить. Вот каждому я, нужно сказать, ты должен эту жизнь всегда как бы готовясь к смерти. Потому что ты неминуемо к ней придешь, кем бы ты ни был, атеистом или верующим. И второе, твоя жизнь должна быть подготовкой к будущей жизни. Или чем? Программированием, сеянием. Потому что следующая жизнь будет жатвой. И вот если это будет как раз как главенствующая национальная идея, что твоя жизнь есть подготовка к смерти. У каждого человека, неважно, здесь нет такого, кого не касается. И второе, твоя жизнь является программированием будущей жизни. Собственно, об этом иудаизм, ислам и христианство, это абсолютно вот об этих двух вещах. Если вы так не хотите понимать, то... Ну, вера, да, конечно, можно верить, можно, я знаю людей, которые настолько, ну, скажем, религиозны. Фанатично, да? Но они еще не превзошли, они пока еще как в скорлупе своего я находятся. Еще скорлупа, дай Бог, такая крепкая. Эту скорлупу разбить надо, тогда ты будешь выше реальности я своей смотреть. Ты будешь уже понимать свою вечную природу. Вот когда говорят о православии, да, славить правое, да, это как раз славить вечную свою жизнь. Вечную свою природу, вечное свое существо или истинное свое существо, а не временное, которое вот живет и каждый день умирает. Апостол Павел сказал, я живу, я каждый день умираю, говорит. Вот и мы живем, мы каждый день умираем. Вчерашний день умер, сегодняшнее утро умерло. Но мы этому не придаем значения. Потому что обычно человек немножко начинает об этом задумываться, когда, как вот говорят, петух клюнет в одно место. Или заболеет или там, очень далее, сильно, да? Вот тогда ему какие бы ты блага не предлагал, ему на самом деле в этот момент не до благ.
Он просто хочет, чтобы у него не болело. Он просто хочет в нормальное состояние вернуться. И вот это единственное состояние, когда человек уже как бы все-таки в сторону Бога смотрит. Но он не знает его всю жизнь не готовили к этому. Он не может даже обратиться. Поэтому у нас есть поговорка такая, вот «Башу руандам удай меня не сидёт». Да, У кого голова не болит, то не заботится, не задумывается о Боге, да? да. Вот. И вот все-таки, Мурат, вот мы с вами сегодня обсуждаем вот халифат, да, каков он должен быть там. Вы утверждаете, что пророк Мухаммад, саллаллаху вассалам, он показал нам модель халифата, да? Вот, как вы думаете, вот эта модель, она, вот, как скоро мы вот придем к этому? Вот Вот для этого что должно быть? То есть все люди должны победить свое эго, только тогда придем? Нет. Вот Или какие-то еще есть условности для организационные какие-то да. условности Вот есть? что значит, допустим, почему вот там мне один вот из тех троих, с которыми мы беседовали, сказал, вот мы всю территорию страны структурировали. Вот как есть же пчелиные соты. Мы структурировали. По сути дела создали вот то, что восточные народы называют джамаат. Да? Некоторые говорят. Вот мы создаем вот каждая сота это. И вот вся страна структурирована так. И каждый, назовем это социальный род, да? Потому что сейчас по крови уже не живут родственники рядом. И вот этот социальный род имеет своего представителя. Он по сути дела халиф. Халиф. И вот, но это тот человек наш, назовите это просто доверенным лицом. Он живет с нами на расстоянии вытянутой руки. То есть через одно рукопожатие мы с ним напрямую здороваемся. Получается, что если каждое сообщество имеет своего представителя, вот это уже халифат. Почему? Потому что он знает нашу жизнь, он живет в такой же жизни. Он не по принципу, главное, материального состояния его это выбрали, допустим, не по принципу его там интеллекта развита, а по принципу имана, то есть порядочности, нравственности. И вот если его выбрали, вот представьте себе, у нас-то политическая система, существующая во всех странах мира, она мешает чему? Тому, чтобы порядочные люди правили государством, пришли к контролю, по крайней мере, общественных процессов. Ведь еще Конфуций говорил, когда нравственные люди не востребованы во власти, говорит, значит этот народ переживает мрачные времена. Так и есть. У нас нравственным людям никак, они просто теоретически, как белые вороны, они не могут подняться. Как Сократ говорил, пока этим миром не будут править философы, не по образованию философы, а по духу, которые размышляют о нравственности, о праведности. Да? И вот теперь, они же, если даже взять вот Жан-Жак Руссо, «Общественный договор», ведь он тоже пытается что? Отделить между собой понятие «государь» и «правительство». Государь — это опять же то лицо, которое, единый халиф уже, который выбрали. Но у нас проблема в том, что в мире, вот если библейскую взять, после судей люди царей помазывали. А дальше же наследственное право все испортило, испоганило. И по идее государь уже не является тем лицом, который может гарантировать народу что-то. Поэтому тогда мы говорим, нет, давайте так. Государем является коллектив. Вот как раз вот этих халифов. Но они между собой тоже экстрагируют из себя. Вот на первичном уровне, там, как аймак назовите, округ назовите, они создают структуру там 25-30 человек. Они, вот это первоначальная структура законодательная. От себя они делегируют людей на региональный уровень. Там тоже образуется. Но это все они вот отсюда вышли. А с регионального уровня на республиканский. Вот тогда мы имеем что? Рабочие органы. Именно исполнительные органы, вот это будут парламенты 3 уровней. И вот тогда мы из исполнительной ветви власти, мы политиков, потому что политики отражают эго человеческое. Если у нас и законодатели, и исполнители, и судьи, все находятся в реальности я, в реальности эго, мы не сможем ни в одной стране мира, как бы мы ни делали, мы от созидания к разрушению будем приходить. Мы будем от процветания к кризисам приходить. Это постоянно будет одно и то же. Поэтому вот такого коллективного государя мы выбираем сюда. Понимаете? Вот наше общество, да, наше государство, оно светское считается, оно государство отделено от религии. То есть религия отделена от государства. Вот в таких моделях как это осуществить?
Вы понимаете, одно другому не мешает. Вот мы как-то вот констатировали церковь, да, и государство отдельно друг от друга. Это все равно, что баня, а через дорогу раздевалка. Так не бывает. Баня должна быть с раздевалкой. Вопрос, вот все-таки я считаю, большая ответственность лежит сегодня на религиозных деятелях, вот на религиозных деноминациях, вот этих официальных мировых, да, они между собой должны уже давно поднимать вопрос, что мы-то говорим об единобожии, но там, находясь опять же, это все находится в системе эго. Это в нашей реальности я, во временных ценностях находится. Здесь мы начинаем друг другу доказывать преимущество. Я там православный, я лучше, чем вы. Или на словах я говорю, что я там, допустим, вот ты мусульманин, я это, мы об одном и том же. А реально в сердце мы понимаем, каждый, в общем, на себя одеяло тянет. Ну вы предложите правильную модель. Как люди поймут, что мы предлагаем справедливость, и что у нас путь как раз вот к этому, к светлому будущему, назовите хоть горшком это. Мы вот за слова, да, это не наше слово, ваше. Все идем в одну точку. Если даже сейчас кто-то чего-то не хочет, это не значит, что так не будет. Это будет. Поэтому, в принципе, вот что тему начали изначально. Если говорить халифат, это та будущее эволюционно, к которой созреет человечество, вот оно придет к этому. То есть это в далеком будущем это будет халифат, да? Я бы даже не сказал, что это такое будущее, потому что, глядя на современный мир, вот на симптомы современного мира, я уже полагаю, что к середине этого века понимание, что это нужно, уже начнет сильно будоражить умы человечества. А в 22 веке, я думаю, мы в Лебединовку выйдем и пойдем в сторону Каракола. То есть мы уже однозначно и бесповоротно будем строить, как раз понимать, вот развивать свое правое полушарие. Ну, значит, наша с вами задача, чтобы будить людей, да, конечно. Вот, чтобы каждый человек задумывался над тем, что, как он живет и к чему стремится. Правильно? Вообще, по идее, одним словом назвать, это называется единобожие. Мы все происходим из одного источника. И все мы возвращаемся, вот как я же говорил, Адам, вот Бог, если взять с числом, сравнить число 0, Адама по подобию нулем. Адам потом идет, цифровые комбинации создает на конечном итоге тело, потом что делает? Обнуляется и возвращается первородно. То есть мы все исходим из Бога, возвращаемся к Богу. Исходим из Бога, возвращаемся. Но в реальности нам кажется, мы же категориями времени судим, поэтому нам акт сотворения кажется, это событие когда-то в прошлом было, а судный день будет в будущем когда-то. Да нету будущего. Вот это все. Если вы будете, Писание написано на языке как бы времени, восприятия, да, но отражает понятие вечности. И вот когда вы на языке вечности прочитаете Писание, вы поймете, что там описаны процессы, не события, а процессы. А через события мы должны раскрывать за себя суть процессов. Постоянные. И вот мы все, каждый на земле душа, да, идет к Богу, исходит из Бога, живет здесь во временной жизни, возвращается к источнику, потом снова. И вот этот процесс... А горизонтально, значит, тело рождается, умирает, да? Да. И, значит, у нас вот получается вертикаль и горизонталь. Горизонтальные причинно-следственные связи, вот они, да? Это реальность времени и реальность нашего «я». Вертикальные, это, то есть здесь время, здесь вечность. Пересечение в вечности и времени, это и есть символический крест, на котором распято символически наше подсознание, да, или Христос сфера. Да. Вот это Евангелие и показывает. И если вы поймете, что именно на пересечении реальности времени и реальности вечности каждый человек есть и время здесь, и одновременно вечность. Но он категориями времени живет, накопляет, хочет превосходить, там, чемпионом стать, обогнать всех, а вечную свою природу, то есть не несет на себе креста, как говорится. Хотя, в принципе, каждый все равно несет, судьба и есть крест человека. Он на себе несет крест, говорят, нести свой крест. Через судьбу ты несешь, ты будешь рассчитываться по вертикальным причинно-следственным связям. То есть все, что предопределено уже. Конечно. Мы сами себе предопределяем. Вот условно я сижу, у меня есть вариант украсть или не украсть. Выбор свободен. Но ситуация искушения, она пришла. Значит, если я не украл, я себе одно запрограммировал. Если я украл, я себе совершенно противоположное запрограммировал. Тогда, когда я в ноль прихожу, я прихожу новой личностью, возможно, где-то вообще на другом конце света, я сижу, а у меня происходят такие вещи, что я всю жизнь ору. За что мне это, Господи? Как за что?
Ты сам запрограммировал. Если бы ты умел, вот лаухуль махфуз, вот в исламе, да, это сокровенная скрижаль. Сокровенная скрижаль, вот она у нас, правое полушарие. Подсознание мы называем. Там все записано. Поэтому, если у тебя украли, и ты плачешь, ой, все деньги потерял, душа в этот момент что делает? Очищается. Очищается. Но ты же не скажешь, как я, своей душе и через нее Богу. Бог не давал никаких обетований вашему я. Он давал обетование душе. Вот это надо понять. Но мы-то эти обетования на свое я принимаем, а я с телом связан. Это шайтанская природа. Никто нашему я никаких обещаний не давал. А вот душе он дал все обетования. И вечной жизни, и бессмертия, и все. И вот поэтому душа каждого человека, она по этим обетованиям. Но мы должны через душу приходить и обращаться к Богу. А мы пытаемся от я напрямую. А он говорит нет. Поэтому сказано, что Бог, а душа это что? Это Сын Божий. Понимаете? В каждом из нас. Почему? Потому что исходит от Бога. И вот в этом золотом треугольнике, если ты будешь... Вот это и есть символика Христа, Иисуса. Да? Научитесь через собственную душу. То есть во время молитвы оставьте свое я в стороне. И начинайте как бы через душу. А тогда могут происходить невероятные, уникальные исцеления. Это по себе знаю. Так, Мурат, спасибо вам за сегодняшний откровенный разговор. Вы очень хорошо нам объяснили само слово или суть халифата. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующих встреч. Thank you.